Здравствуйте, это программа «Переведи» на канале ТНВ, и я ее ведущий Ильсур Нафиков. Традиционно здесь, на нашей программе, встречаются люди, которые хотят сразиться в знаниях татарского языка. Многие пытаются проверить сами себя, кто-то целенаправленно приходит к своим партнерам и пытается понять, кто же из них лучше знает татарский язык. У нас сегодня новая игра, новые участники, новые слова и только один победитель. Давайте знакомиться. Я пришел на эту программу, чтобы узнать свои знания татарского языка. Потому что в детстве я разговаривал на татарском, потом перешел обратно на русский язык. Хотел бы узнать, насколько я знаю татарский язык. Рада участвовать на передаче «Переведи» и проверить уровень знания татарского языка. Надеюсь на победу. Буду стараться. Игрокам на выбор представлены две темы. После выбора темы участникам предстоит перевести 6 слов с русского языка на татарский. Каждому слову предложено 3 варианта ответа. Правильный вариант приносит игроку 2 балла. При неверном ответе происходит переход хода, и на этот же вопрос отвечает его соперник. Если он отвечает правильно, то зарабатывает 1 дополнительный балл. В конце первого тура участники отвечают на дополнительные 2 бонусных вопроса. Задача перевести слово с английского языка на татарский. Также предлагаются 3 варианта ответа. Ну что ж, перед нами традиционно 2 темы – химия и астрономия. Давайте решим, кто из вас будет выбирать для начала. Представляешь? Как вы думаете, химия или астрономия? Химия. Отлично. Химия же простая, близкая нам наука, любимая нами. Играем в тему химия вместе с Сабиной. Итак, Сабина, будем искренне надеяться, что химия вам покорится. Все просто, 3 варианта ответа. Переведите с русского языка на татарский слово «драгоценный камень». Энже, жаухар, зубаржет. Второй. Второй. Да. Второй. Принято. Второй вариант, и это не просто второй вариант, это абсолютно правильный вариант. Энже – это жемчуг. Зубаржат – это изумруд, а жаухар – это драгоценный камень. Итак, второй вопрос. Переведите с русского языка на татарский Чингис слово «волокнистый». Оншел, балшаксал и сусшел. Второй вариант. Сучил. Второй. Принято. Уверены? Есть. Это неправильный ответ. Кстати, есть возможность, собственно, заработать дополнительный балл на этом же вопросе. Волокнистый – это оншел или сусшел. Первый, третий. Первый. Первый. Принято. Настаиваете на этом? Да. Хорошо. Уверены в этом даже? Не совсем. Ну, надо что-то выбирать. Принято. Это неправильный ответ. Волокнистый по-татарски будет сусщель. Сус – это волокно. А балшаксыл – это суглинистый. А вот онщел – это мучнистый, да, он. Щел – это, собственно, прилагательный. Онщел, балшаксыл. Оттуда берется. Ну что ж, 3 вопрос. Сабина, переведите с русского языка на татарский слово «напряжение». Кышаю, кышсызляну, кышаныш. Тючаныш. Принято. Сразу. Не переживайте, это правильный ответ. Кышаныш действительно это напряжение, кышсызляну это ослабление, обессилие, а вот усиление это кышаю. Кыш это, собственно, сила, мощь, энергия, драйв. Ключ, говорят же. Вот. Оттуда берется это прекрасное слово. 4 вопрос. Чингиз, играем с вами. Переведите с русского языка на татарский слово «оболочка». Сюру, ташлак, тире. Сюру, ташлак, тире. Я думаю, это первый. Принято. Думаете правильно, вы молодец. Это правильный ответ. Абсолютно верно. Сюру – это оболочка. Ташлак – это верх, обшивка. Вот. А тире – это кожа. Кожа. Да. Все оттуда берется. 5 вопрос. Переведите с русского языка на татарский, Сабина, слово... Ну, без таких слов в химии не бывает. Десульфурация. Слово десульфурация. Кукурцизляндеру,
Китертеру, кубыклендеру. Давайте первый вариант. Первый вариант. Принято. Переживайте, наверное, да? Вдруг неправильно. А вдруг правильно. А не поймешь. Я по длине слов выбрала его. Как вариант. То есть десульфурация, длинное слово, Не, ну и другие уже кукурцезляндеру. кубиклендерю уже как бы получается что-то пенистое, я так поняла, да? Да. Китертерю это что-то... Что-то принести. Возвратный Вот так, такой. да, что Понятно. возвратный. Ну, то есть логика имеет место быть. То есть нашли Да. какое-то звено, логическую цепочку, где-то зацепились. Ага, так, все понятно. Поверьте мне, она вас спасла. Это правильный ответ. Абсолютно верно. Десульфурация – это кукурцезляндеру. Китерту в данной ситуации – это заставить привести что-либо, а вот кубыклендеру – это как раз-таки вспенить. Ну что ж, Чингис, ну понятно. Девушкам всегда нужно уступать, конечно, но следующий вопрос мы должны с вами взять. Это потому что нам необходимо с вами перевести с русского языка на татарский слово «влагоемкость». Дамлалак, дамсаешлак, дам. Дымсышлык. Принято. Концентрация прям чувствуется на уровень напряжения. Дамсаешлак. Это правильный ответ. Абсолютно верно. Действительно, дымсаешлак – это влагоемкость, дымлалак – это влажность, а дым – это, собственно, влага. В данной ситуации сама. Ну что, 6 вопросов позади в первом туре. Осталось 2 бонусных вопроса, где необходимо слово с английского языка перевести на татарский. Итак, Сабин, начинаем с вас. Переведите с английского языка на татарский слово sulfur, кукерт, соса, аккургаш. Вот так вот. Давайте третий вариант. Принято. Тест был на внимательность, но мы невнимательны. Это неправильный ответ. Сальфур – это не аккургаш. Чингис, есть возможность заработать дополнительные баллы. Сульфур. Это кукерт. Сальфур – это кукерт. Это правильный ответ. Кукерт – это абсолютно верно. Это сера. Сальфур – это сера. Кукерт – это сера. Соса – это вонючий. Вонючий – это стинки. А вот аккургаш – это олово. Олово – это тинь. Это аккургаш. Кургаш – это свинец, насколько я помню. Итак, второй вопрос достается вам, Чингис. Тут все просто. Вам достается слово, которое необходимо перевести с английского языка на татарский. Это слово explosion. Тигезлек, кишанеш, шартлау. Это первый вариант. Тигизлек. Принято. Это неправильно. Explosion – это кшанеш или шартлау? Третий, да? Естественно, шартлау – это правильный ответ. Тигезлик – это равенство, equality. Кшанеш – это напряжение, напряжение – это voltage. А вот шартлау – это взрыв, взрыв – это explosion. Все верно. Ну что ж, по итогам первого тура, Чингис, вы набрали 5 баллов. Это здорово, это хорошо, это мощно, это неплохо. Ну, пока Сабина впереди, это тоже нормально. Нормально. У Сабины 7 баллов, но настанет момент, мы обязательно попытаемся догнать Сабину. Сабина, конечно, попытается убежать так, чтобы мы ее не догнали. Попробуем. Итак, буквально через несколько секунд мы окажемся во втором туре телеигры «Переведи». Не переключайтесь, оставайтесь на канале ТНД. Игрокам на выбор представлены 2 темы. Тему выбирает участник, набравший большее количество баллов в предыдущем раунде. После этого участникам предстоит перевести 6 слов с татарского языка на русский. Каждому слову предложено 3 варианта ответа. Правильный вариант приносит игроку 4 балла. При неверном ответе происходит переход хода, и на этот же вопрос отвечает его соперник. Если он отвечает правильно, то зарабатывает 3 дополнительных балла. В конце второго тура бонусным раундом является музыкальный тур. Каждому участнику подготовлен отрывок из известной татарской песни, где пропущено слово или строка. Также предлагаются 3 варианта ответа. Второй тур телеигры «Переведи». Здесь еще проще.
Дело в том, что две темы. Выбирает тот, у кого больше баллов по итогам предыдущего раунда. Это вы, Сабина. Две темы. Имена и экономика. Давайте имена. Давайте имена. Большинство татарских имен имеют очень интересные и глубокие значения. Давайте узнаем, какие смыслы скрыты за привычными нашему слуху именами. Ну, не знаю, насколько привычными, но среди них очень много вполне знакомых нам имен. Итак, Сабина, что означает имя, которое пришло в татарский язык из арабского языка, имя Гали? Ну, или говорят Гали. Скромный, строгий, великий. В арабском языке очень часто используется это слово, кстати. Даже в Священном Коране в нескольких местах есть. Великий. Принято. Али означает великий. Это абсолютно правильный ответ. Итак, второй вопрос. Чингис, что означает имя Вали, которое пришло в татарский из арабского? Хозяин, смелый, гость. Вали. Второй. Смелый считайте, Смелый. что Вали это Вали, смелый. он смелый. Тоже, кстати, это слово встречается в Священном Коране. То есть такое это вали валидей, то есть люди, которые несут ответственность. Ну да, наверное, смелый. У вас есть знакомый вообще по имени Вали? Давайте вот так попробуем. Нет, но предположение, что смелый. Окей, приняли. Это неправильный ответ. Сабина, у вас есть знакомые с именем Вали? Да, конечно. Кто вот он по жизни? Гость. Гость, он Да. по жизни гость. Принято. Мы все, конечно, по жизни гости на этой большой земле, но слово «вали» означает «хозяин». То есть родители очень часто говорят «вали», то есть, да, то есть мой опекун. Значит, человек, который несет ответственность. «Вали» — это хозяин. Итак, следующий вопрос. Вопрос номер 3. Играем с вами, Сабина. Что означает пришедшее из персидского языка, из языка фарси, в татарский язык имя женское в данной ситуации Миляуше? Листва, природа, фиалка. Это фиалка. Это фиалка. Миляуша – это фиалка. Это, безусловно, это на самом деле абсолютно правильный ответ. Да, действительно, Миляуша означает фиалка. Есть такое красивое татарское имя. Двигаемся дальше. 4-й вопрос. Что означает имя, Чингис? Айрат. Великолепный, желанный, могучий. Могучий? М? Думаю, Могучий? что могучий. Могучий? Принято. Но в данной ситуации это неправильный ответ. Сабина, как вы думаете, Айрат великолепный или желанный? Думаю, желанный. Вы думаете, что он желанный? Да. Айрат, мы искренне верим, что вы, конечно, может быть и желанный. Может быть, даже могучий. Но это неправильный ответ. Айрат означает великолепный. Монгольский, да, в чем монгольский корень? Ой, это урман, лес, да, вот. Арат – это халак, то есть народ. Айрат. Либо арабское, от слова хайрат. Хайрат, как бы вот мы взяли хайран каларга, говорят же, Да, удивиться, то есть великолепие. Айрат поэтому великолепный. Что ж, 5-й вопрос, Сабина. Что означает имя Асаф? Греко-еврейские корни имеет данное имя. Собиратель налогов, тратящий, скупой. Собиратель налогов, тратящий, скупой. Как вы думаете, Асаф это кто? Но если это еврейские корни имеет, Асаф. то, наверное, будет первый собиратель налогов. Принято. Ну, прям женская интуиция работает. Асаф это действительно собиратель налогов. Все верно. Точно не скупой.
Ну и, видимо, не факт, что тратящий. Итак, шестое, что у нас осталось с вами. Имя всем знакомое, древнетюркское имя Чингис. Имя Аяз. Угрюмый, здоровый, безоблачный день. Безоблачный день. Итак, Аяз – это безоблачный день. Это абсолютно правильный ответ. Действительно, Аяз означает безоблачный день. Ну, поздравляю вас, 6 вопросов второго тура как будто уже разыграли. Бонусный тур. Каждому из вас сейчас будет предложено по одному музыкальному отрывку. Сабин, начинаем с вас. Вам достается песня «Сью хата» – «Письмо любви». На слова Ахмада Гаделя, на музыку Резиды Ахияровой. Такая интересная, известная песня «Сью хата» – «Письмо любви». Слушаем. Yılmayıvın, sileşivin, kılışıvın, kınlaşıvın, minikedir, minikeler, minikeler, minikedir, minikedir, minikeler, minikeler, minikedir, minikeler. Так вот. Миникедер, миникелер, миникелер, миникедер, миникедер, миникелер, миникелер, миникедер, миникелер. Ну, так, дырлерлер, дыр-дырлер или лер-дырлер. Вот так вот вариант. Думаю, первый вариант. Миникедер, миникелер, Миникелер. Принимаем. Тут надо либо идеальный текст знать, либо, ну, просто почувствовать, сказать, пусть будет так. Ну, первый вариант – это неправильный ответ. Второй вариант. Принято. Принято. Вы решили по порядку. Миликелер, миликедер, миликедер, миликелер. Вот это подойдет. Пусть будет так. В данной ситуации вам повезло больше. Это правильный ответ. Давайте прослушаем отрывок целиком в исполнении Венеры Ганиевой. Абсолютно верно. Получаем свои бонусные баллы. Отлично. Теперь ваша песня. Точнее, песня, которая достается вам, Чингис. Песня называется «Багрым Дьермен». На слова Гульшат Зайнашевой. Музыку Ключарева. Слушаем. Üzülüp siyermin Üzüme bulsan gına Minike bulsan gına Din yarım bulsan gına Üzülüp siyermin Üzüme bulsan gına. Üzüme bulsan gına. Принято. Minike bulsan gına или üzüme. Üzüme. Üzüme bulsan gına. Üzüme. Üzüme bulsan gına. Принято. Üzüme bulsan gına. Üzüme bulsan gına. Это правильный ответ. Абсолютно верно. Давайте прослушаем отрывок целиком. Вот так вот, отлично. Ну что ж, поздравляю. Вот на такой ноте мы с вами переходим, да, на самом деле, в финальный третий тур. Чингис, у вас по итогу первого-второго раунда 16 баллов, у Сабины 19 баллов. 3 балла нас отделяет. Поверьте мне, мы сделаем все, чтобы догнать. В финальном раунде бонусный тур разыгрывается в начале игры. Участникам предлагается черный ящик «Куарату Артма», в котором подготовлены 2 предмета. Первым выбирает тот, у кого больше баллов за предыдущие 2 тура. Задача игроков назвать предмет на татарском языке. Вариантов ответа нет. 2 предмета. Оба непонятно. Так, есть что-то. Нитки. Ну, вообще, да. Катушка. Так, а это... Что там изображено? Слон? Слоненок. Милах слоненок. Так, как же, что у вас в руках? Это еп. Еп.
Давайте тогда так. Это же катушка ниток. Еп-катушкас. Еб-катушкаса. Есть такой вариант. Еб-катушкаса. Принято. Это... Нет такого варианта. Это неправильно. Ну, это дети. Ну, это, да, ну, не катушкаса же. Мы, на самом деле, далеко от русского языка тоже не ушли. Или русские от нас далеко не ушли. Тут спорный вопрос на самом деле. Кто у кого что позаимствовал. Я, когда был в Тегеране, удивился, что, оказывается, по-персидски стакан-то так и будет, и стакан. А самовар так и будет, самовар. А чемодан тоже так и будет, чамедан. И про себя начал задаваться. Еб-катушкаса тогда. Еб-катушкаса. Принято. Катушкаса. Принято. Неправильно. Это катук это. Катук. Есть же даже песня такая очень известная. Катук-тути называется. Катук-тути, белый сос. Да? Катушка, катушка. Понятно, катушка. А у вас в руках слон. 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 Ну, слон же там, я правильно понимаю? Слон и е. Слон. Как слон был? А я знаю. Задаешь. А? Задаешь. Сабин, как слон был? Филь. Филь, абсолютно верно, это правильный ответ. Филь – это слон. Игрокам на выбор представлены две темы. Тему выбирает участник, набравший большее количество баллов. После этого игрокам предстоит ответить на 6 вопросов. В этот раз варианты ответов не предлагаются. Правильный вариант приносит игроку 4 балла. При неверном ответе происходит переход хода, и на этот же вопрос отвечает его соперник. Если он отвечает правильно, то зарабатывает 5 дополнительных баллов. Финальный раунд. Две темы. Город и физика. Выбирай тот, кого больше баллов пока, на данный момент. Это вы, Сабина. Город. Город. Ну что ж, город знаком всем. Все есть в этом прекрасном большом городе. Ну, узнаем, что же на самом деле есть в городе на татарском языке. Играем в тему город вместе с Сабиной. Итак, первый вопрос. Сабина, переведите на татарский язык слово «улица». Урам. Это правильный ответ. Чингис, переведите на татарский язык слово «дом». Эль. «Үй». Это правильный ответ. Итак, Сабина, переведите на татарский язык слово «дерево». Агач. Агач. Это правильный ответ. Не сдаетесь прям. Итак, Чингис, переведите на татарский язык слово «сад». Бахча. Бахча. Это правильный ответ. По последнему вопросу осталось в финале. Сабина, переведите на татарский язык слово «центр». Үзяк. Узяк. Это правильный ответ. Что говорят, меркес. Тоже Меркес. арабизм имеет место быть. Ну что ж, Чингис, вам достается слово «аптека». Аптека. Дарухана. Дарухана. Это правильный ответ. Абсолютно верно. Это был 6-й вопрос нашего финального тура. На этом как финальный тур, так и наша сегодняшняя игра подошли к концу. Чингис, вы молодец, вы набрали 28 баллов. Это сильно, это хорошо. Ну, чуть-чуть Сабина убежала вперед, конечно. Свойственно девушкам убегать немного вперед. Вы набрали 36 баллов и стали победителем сегодняшней программы. Чингис, я вас поздравляю с удачным стартом. Вас с победой в рамках проекта «Переведи». Уважаемые телезрители, на этом наша программа подошла к концу. Любите, цените и как можно чаще используйте в речи свой родной татарский язык. Сау салямат был Павловс. Курышервс. Пока-пока.